Я Николаева Виктория, и сегодня мы с вами поговорим о том, как стоит и как не стоит вести себя с людьми с нарушениями зрения. Правильно говорит человек с инвалидностью, ежели человек-инвалид. То же самое человек со слепотой, а не слепой человек. Попытайтесь завязать глаза и целый час походить по дому и поделать домашние дела. Только постарайтесь без травм. Тогда вы сможете понять, каково человеку, который имеет нарушение зрения. Что же стоит делать при общении с такими людьми? Во-первых, это при знакомстве произносить свое имя четко. Нужно дать понять, что вы рядом, например, тронуть человека за руку и представиться. Можно сказать свои отличительные черты, точнее дать человеку их почувствовать, например, маникюр, кольца или что-то еще. Второе. Если вы сопровождаете человека, то нужно класть его руку себе на плечо, правое или левое, не важно. Если же человеку так неудобно, стоит уточнить, как ему будет это делать удобнее. Если вы идете куда-то, нужно описывать то, что вы видите вокруг. Нужно описывать препятствия, которые встречаются на вашем пути, например, бордюр через метр, или же ступеньки 5-6 штук будут впереди. Тогда вы облегчите человеку путь. Не стоит отнимать у человека трость. Это его помощник, спутник, можно сказать, даже часть его тела. Помогая незрячему человеку с покупками, если человек знает, что ему нужно, то можете отвести его к прилавку с товаром, дать ему в руки, пощупать, описать товар. Если же человек не знает, можете связать его с продавцом-консультантом. Следующее. Что вы можете еще делать? Употреблять слова «видеть», «смотреть». Это вполне нормально. Даже наоборот, если человек незрячий видит, как вы пытаетесь заменить эти слова синонимами, у него это вызывает раздражение. Незрячие люди – это такие же люди, как и мы. Не стоит их ни в коем случае бояться. Нужно попытаться с ними подружиться, и, может быть, вы научитесь от них чему-то новому и интересному. Старайтесь описывать все, что происходит вокруг. Если это аудитория, и у вас пришел преподаватель, опишите его внешность, то, как он выглядит. Описывайте все, что происходит вокруг вас. Им это интересно. Даже цвет яблока. Они запомнят вкус, и потом будут знать, что это яблоко красного либо же зеленого цвета. Итак, подведем итог лекции. Что же все-таки делать можно? Можно употреблять слова «видеть», «посмотри» и так далее. Нужно описывать все, что происходит вокруг. Нужно употреблять имя того, к кому обращаешься, и говорить свое имя, чтобы человек знал и узнавал вас. Чего делать не стоит? Забирать трость, давать ложные данные, то есть там находится стул, направо, налево и так далее, не путать человека. Вот. На этом все. Зрение – это всего лишь один из источников восприятия жизни, наряду со слухом и чувствами. Нужно и можно общаться с людьми с нарушениями зрения. Это такие же люди, как и мы с вами.
Никогда не знаешь, что может произойти завтра с тобой. Поэтому стоит помогать людям. С вами была Николаева Виктория. Спасибо за внимание.